Как говорят наши кабардинцы, чтобы хичины были вкусные, обязательно должна приготовить балкарка. Тонкие лепешки с начинкой из картофеля и сыра. Балкарские хичины в центре Магаса. Халимат Хуртаева живет в Ингушетии 4 года и каждый день знакомит ингушских клиентов со своей национальной кухней. Когда я узнала, что сюда переедем, папа сразу меня успокоил, говорит, это братский народ, ингуши у нас, говорит, одно горе. Очень, говорит, не переживай. И муж то же самое. Очень дружелюбные, говорит, люди. Так и оказалось на самом деле. 8 марта для балкарских женщин не праздник, а траурный день. Ровно 80 лет назад 38 тысяч балкарцев подверглись депортации. Все по тому же сценарию. Расстрелы, поджоги, ложные обвинения и полчаса на сборы. Бабушек и дедушек Халимат потеряла рано. Сегодня она угощает лепешками соседей в память об ушедших в те трагические дни. Моя самая любимая соседка-бабушка, она, можно сказать, не заменила мою бабушку родную. И вот она рассказывала, как в Средней Азии с мамой жили они в землянке. И у нее мама умерла, 3 дня и 3 ночи она провела рядом с мамой. Днем она на солнышке на улице грелась, а ночью к маме прижималась, и чтобы согреться, вот так она засыпала. Она маленькая тогда была, пока ее один родственник не увидел и к себе не забрал. Депортация балкарцев заняла у советской власти всего 2 часа. Людей выгоняли из домов, не дав даже возможности собраться. Солдаты уже имели опыт в подобных операциях, ведь 2 неделями ранее они с такой же жестокостью высылали ингушей и чеченцев. Кавказцев обвинили в предательстве. Репрессии в отношении целых народов стали ужасной, но привычной практикой во времена расцвета сталинизма. За 18 дней в пути от холода, голода и болезней умерло почти 600 человек этой нации. Сегодня на мемориале памяти и славы, посвященному событиям 1944 года, ингушские мужчины пришли, чтобы показать единство и сплоченность наших народов, несмотря на исторические беды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дорогие братья-балкарцы, 80 лет назад вы столкнулись с чудовищным актом репрессий по отношению к своему народу. Кровавая машина Сталина и его преступной клики огульно объявила народы врагами и подвергла выселению со своей родины в Казахстан и Киргизию. В тот праздничный весенний день 1944 года самым кощунственным образом депортации подверглись 37 тысяч человек. В большинстве своем это старики, женщины, дети. В то время, когда их сыновья, мужья и отцы самоотверженно сражались уже далеко на Западном фронте, очищая землю от коричневой чумы, от фашизма. 2 неделями ранее таким же подлым, коварным образом тотальному выселению были подвергнуты все чеченцы и ингуши. Говорят, Всевышний не насылает на человека испытаний, которых он не в силах перенести. Но кто подвергся насильственному переселению, кому довелось хоронить погибших от голода и холода своих ни в чем не повинных близких, тот сполна хлебнул горькую чашу тяжелейших испытаний. И если он при этом не очерствел душой, а сохранил в себе человеческие качества, он из тех, кто уповает на Всевышнего Аллаха. Известный сын балкарского народа Кайсын Кулиев, кровно породнивший нас, став ингушским зятем, разделил горькую участь вместе со своим народом, когда после полученного на фронте ранения он, выписавшись из госпиталя, отправился на чужбину искать своих родных. В тяжелые минуты раздумий он слагает рифму, как в назидание потомкам. Вот несколько слов из его поэмы, написанные еще в Казахстане. «Но жив, пока могу дышать, под тяжким гнетом горестных событий, братья, я не устану повторять, вы ненависти в сердце не копите». Дорогие балкарцы, все мы, потомки народов, которые столкнулись с вопиющей несправедливостью, но по милости Творца выстояли вопреки замыслам коварных. Особое уважение нашим сестрам, балкарским женщинам, сохранившим тепло семейного очага, несмотря на тяжесть испытаний. Время не стоит на месте. Сегодня мы в своей стране живем в новых реалиях, памятуя о прошлом и благонацеленно смотря в будущее. Да зачтет Всевышний Аллах нам нашу покорность в судный день.
Да смилостивится Всевышний Аллах над теми из наших родных, кто в годы репрессий стал жертвой коварного произвола. Прошло немало лет, но мы помним события 40-х и разделяем боль с братским балкарским народом. Хотелось бы сказать, что они не одни. Мы сердцем, душой с вами и вместе с вами скорбим по умершим и по всем тем, кто не вернулся из Казахстана и Средней Азии. Мы сегодня должны гордиться тем, что мы, кавказцы, не согнулись, не поставили нас на колени, и мы благополучно вернулись на Северный Кавказ. Мы скорбим вместе с вами и просим Всевышнего, чтобы это было все в прошедшем времени и больше не коснулось нас и наших народов. Дорогие братья-балкарцы, от всей души желаем вам всего самого наилучшего, всех благ вам от братьев и ингушей. Кавказские народы вернулись домой и, несмотря на все тяготы жизни, остались сплоченными и не растеряли свою самобытность. Сегодня мы созидаем, идем вперед и растим поколения, которые помнят кровавые исторические даты. Зарима Ивлоева, Али Зязиков, Магаз 24.